Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. Каждый день мы рассказываем вам о значимых событиях столетней истории ТССР. В 1940 году, ко дню рождения Максима Горького, в Казани был открыт его дом-музей. Это бывший дом Беляева, где раньше располагалась пекарня и где осенью 1886 года Горький работал помощником пекаря. Спустя 2 года, в 1942 году, в этот день приказом Наркомата авиационной промышленности Казанским заводом номер 16 и 22 было поручено использовать реактивные двигатели на серийном производстве военных самолетов. А в 90-м году, 12 марта, начался 3-й съезд народных депутатов, который учредил пост президента Советского Союза. 15 марта им стал Михаил Горбачев. Первый и единственный президент СССР, пробыл на этом посту всего год. Это событие прошлого, сейчас о настоящем. Оказались на разных берегах. Была позавчера, до мостиков только заходила. Мы уже думали, что не будет воды. Паводок в республику пришел раньше срока. Какие меры будут принимать, узнавала Зарина Ахметова. Почки распустились, верба зацвела, температура выше нормы на 12 градусов. Около нашего дома уже чувствуется, весна идет, уже деревья проснулись. Действительно ли к нам пришла настоящая весна? Знает Вероника Гайнутдинова. Усиление для села. Для сельской местности очень хороший и увлекательный. Мне лично как фермеру нравится заниматься этим делом. Что делать, чтобы дела в деревнях шли лучше, узнал Дмитрий Аренин. Прибавить 2 килограмма, для него это норма. Кот сейчас весит около 8 килограмм. Путешествие всемирно известного кота Виктора и его хозяина продолжается. С какими сюрпризами они столкнулись в Казани? Подробности у Натальи Мезиной. 2 моста в Буинске подтопило, под водой оказались и участки жителей Казани. Из-за потепления паводок в республику пришел на месяц раньше. На борьбу с ним направили почти 500 миллионов рублей. Какие меры готовы еще предпринять в случае наступления большой воды, говорили сегодня на заседании комиссии по ЧС в Доме правительства. Кому сегодня рекомендуют запастись продуктами, знает Зарина Ахметова. Половодье на Свияге жители района ждали только через месяц, но сегодня большая вода полностью перекрыла движение между селами Кият и Черки-Кильдуразы. Была позавчера, до мостиков только заходила. Мы уже думали, что не будет воды. А вчера уже видели, что уже мост затопило. Ближайшая объездная дорога находится примерно в 25 километрах. Переплывать на лодке на другую сторону запрещено, говорят спасатели. Из-за схода льда можно перевернуться. Под водой не видно, здесь лед стоит. И он один лед уходит, второй приходит. С сегодняшнего дня выставили пост. Будем каждый день дежурить здесь, пока не спадет вода до конца. Эти кадры 2-летней давности, и сняты они 12 апреля. Тогда в Кайбицах пришлось даже эвакуировать животных из частных подворий. Сегодня лишь 11 марта, и жители беспокоятся, чего ждать дальше. Вот Казань. Ранняя весна застала врасплох поселок Тургай. Уровень воды на некоторых участках достиг 35 сантиметров. Галошами запаслись и жители Салмычей. Вся вода набирается во дворе, на улице. И у нас и в бане, и где живут птицы, все под водой. В Казани в зоне риска находится 386 домов. Одна из проблемных точек – переезд через реку Ноксу в поселке Салмыча. Уже несколько раз его сильно затапливало. Единственное решение – построить новый мост. На сегодня проект уже готов, но работы пока не начаты. Для борьбы с паводком в республике задействуют 17 тысяч человек, 2500 техники. К чрезвычайным ситуациям готовятся все районы. Проблемным остается вопрос эксплуатации плотин и дамб. Своевременное выправление комплексных превентивных мероприятий по ремонту ГТС, проведение дноуглубительных и берегоукрепительных работ, очистка русел и водопропускных труб поможет встретить весенний паводок безопасно. Не только паводок, но и обмеление Волги беспокоит ведомство. Сейчас под контроль взяли Куйбышевское водохранилище. Поставлена задача отслеживать уровень режима, притоки и сбросы, для того, чтобы не допустить ситуации прошлого года, когда в результате несогласованных действий был осуществлен очень резкий сброс воды. По словам метеорологов, уровень воды в этом году будет ниже среднемноголетних значений. Рыбакам же стоит ограничить выход на лед, так как на некоторых реках уже образовались промоины. Зарина Ахметова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Буинский район, Казань.
Во второй половине дня стало известно, что на одном из затопленных мостов возле села Кият под воду ушел трактор. Эти эксклюзивные кадры с телефона нам прислали местные жители. По последним данным, в кабине находились 3 человека. 2 посадили на ковш и спасли. Вы как раз видите эти моменты. О третьем точной информации нет. Мы обратились в МЧС и в ГИБДД. Все данные о количестве пострадавших сейчас уточняются. В Татарстан пришла настоящая весна. Пока она с приставкой аномальная, говорят специалисты. За 150 лет метеонаблюдений синоптики таких температурных показателей на начало марта не фиксировали. Они выше аж на 12 градусов. В садах цветут апрельские крокусы, в домах майские ландыши, а в Казани распускаются листья на деревьях. Около нашего дома уже чувствуется, весна идет. Уже деревья проснулись. Почки сирени уже набухли, а на дворе только март. Удивляется Рафаэль Сальмышев. За свои 85 лет такое он видит впервые. Март, словно апрель. Я помню такую весну. Это было в 1975 году. Уже 5 апреля деревья расцвели. Клара Тимирбаева уже на даче. Готовит дом, привезла рассаду, чистит теплицу. Рассаду посадила. Все готово. Дай бог, чтобы хорошая была погода. Цветущая верба – еще один предвестник весны. Именно ее почки самыми первыми начинают распускаться в природе. Правда, обычно это происходит только в начале апреля. Но в этом году и верба зацвела на месяц раньше. В Опастово вовсю цветут майские ландыши, пусть пока на подоконнике. Так весну приближает Ирик Сафин. Такая красота у нас в саду. В Альметьевске уже газоны зеленеют, к мартовскому солнцу тянутся бутоны крокусов. Как раз для женского праздника это было для нас большим сюрпризом. Пришла настоящая, причем аномальная весна, говорят синоптики. В республике в это время ее не наблюдали как минимум 150 лет. Обычно весну ждали только к концу марта, а в этом году она наступила еще календарной зимой. Сегодня, например, температура на 12 градусов выше своей нормы, потому что по многолетним наблюдениям сегодня должно быть минус 6 градусов. Метеорологи объясняют, это все из-за западно-восточного антициклона. За всю зиму с Арктики не подуло и ветра. Вот и аномально теплая весна. Но все, что в живой природе сейчас расцветет, может погибнуть. Это может сказаться ранняя весна, что сам урожай, начало цветков, а потом плодов у растений будет поменьше. По прогнозам синоптиков, резкого похолодания быть не должно. Столбики термометров, если и опустятся, все равно будут выше нормы. Оживление природы заметили и татарстанцы. На сирене я уже видела, уже прям листочки. Везде лужи. Полегче одеваешься, быстрее ходишь, настроение поднимается. Итак, весна идет, весне дорогу. Вероника Ганудинова, Данил Филатов, Илюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Казань, Опастово, Альметьевск. Отнюдь не весной пахнет в казанском поселке Первомайский. С проблемой к нам в редакцию обратились жители. Говорят, вся грязь из канализации попадает в кабан. Об этом они сообщали во все инстанции. О зловонном месте в Приволжском районе мы рассказывали прошлым летом. Но от этой истории до сих пор тянется неприятный шлейф. Почему, разбирался Рамиль Галиуллин. Вместо кислорода воздуха, чистого воздуха попадает вот эта вонючая вода. Не помогают ни закрытые окна, ни освежители, говорит Каримулла Губайдуллин. Всему виной зловонный фонтан, который бьет из канализационного колодца прямо напротив его дома. Она, во-первых, открыта, во-первых, не замазанный цементом, раствором, тряпки и салфетки, и вся протекает. Отсюда все проблемы. По словам местных, течь беда начала 3 года назад, когда по соседству выросли 3 высотки на Оренбургском тракте, а вместе с ними появился и канализационный колодец. Эта темная и мутная вода, больше напоминающая жижу, всего через несколько десятков метров попадает в ближайший овраг, и уже отсюда нечистоты стекают в озеро Средний Кабан. Прокуратуру там писали, куда только не писали, по Приволжскому району писали. Никто не реагирует, как текла, так и течет. О том, что Первомайский пахнет отнюдь не майскими цветами, мы рассказывали прошлым летом. Тогда в исполкоме нам сказали, в ответе за колодец управляющая компания «Берег», а Министерство экологии начало административное расследование и отобрало пробы. Мы отобрали почву, и по результатам которой было установлено, что проба не токсична, превышение предельно допустимой концентрации не было выявлено. В управляющей компании винят во всем застройщика, который проектировал систему водоотведения своего жилого комплекса и не передал колодец на баланс УК. В палате и в кадастре
Данная насосная станция, она не зарегистрирована. Ну, то есть, представьте, объект получился бесхозный с тем, что застройщик просто прекратил свое существование. Весь этот период мы с силами управляющей организации пытались откачивать воду. Это связано не только с Первомайской, а в связи с тем, что у меня в домах происходило нарушение санитарного благополучия населения, а именно стоял стойкий запах. Чья зона ответственности предстоит решить Минэкологии через суд. Помимо штрафа за порчу земли, виновный должен будет рекультивировать участок. Рамиль Галиуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. О своей проблеме жители поселка написали нам в редакционный WhatsApp. Его номер 8 987 420 0101. Информацию принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео могут стать репортажами в наших выпусках. Сегодня в Татарстане начались большие встречи с предпринимателями села. Первыми стали дрожжановцы. К ним приехали фермеры из 7 соседних районов. Обсуждают, как начать свое дело, что этому мешает и как повлияет падение цен на нефть на бизнес. Подробнее Дмитрий Аринин. Мы начали перерабатывать сами молоко, то есть первичная переработка, это в домашних условиях. Бывший казанский заводчанин Раиль Камараев на селе научился не только разводить и доить коров, но и выпускать широкий ассортимент продукции. Как говорит, стать фермером несложно. В республике для этого есть различные меры поддержки. Не бояться, решительно быть, потому что прибыльное дело для сельской местности очень хорошее и увлекательное. Мне лично как фермеру нравится заниматься этим делом. Что делать, чтобы люди смелее брали свое дело – главная тема семинара. Как отметил вице-спикер Госсовета Марат Ахметов, одна из главных проблем, что на селе попросту порой некому работать. Люди уезжают в города, население сокращается. Районным властям поставлена задача бороться за каждого жителя. Коронавирус, нефтяные цены там несколько заигрывали в последнее время. Это все успокоится. Нужны будут очень серьезно для развития производительных сил, нужны будет человеческий ресурс. Я имею в виду, вам дорог должен быть каждый человек. Чтобы исправить ситуацию на уровне страны, рабочая группа под руководством Рустама Миниханова разработывает программу по строительству жилья на селе. Чтобы людей на селе закрепить, одним из условий является возможность предоставления жилья. И в доступной форме. А вот эта рабочая группа, она занимается как раз в том числе и этой программой. И какие-то, возможно, будут внесены изменения в ту действующую программу комплекса развития сельских территорий. Как говорят, большой бизнес начинается с малого. Уже будет хорошо, если у каждой сельской семьи будет своя корова. Важно не только сохранение коров, а сама деловая активность сельского населения, о которой можно судить по количеству семей, занимающихся производством молока. Если в Дрожжановском районе коров содержит каждая 4-я семья, то в Верхнем Условне лишь 1 из 48. По национальному проекту развития АПК объем производства должны увеличиваться из года в год, и все большей доли как раз ждут от малых бизнесменов. На это будет нацелена господдержка. В Татарстане продолжат работу все действующие программы. Дмитрий Аринин, Ренат Сафин, ТНВ, Дрожжановский район. Настоящим примером преданности родному краю и созданию своего дела стал 24-летний Андрей Бекмуллин из Аксубаева. После учебы в Москве он не выбрал столичную жизнь, а вернулся в глубинку. Теперь в родном Аксубаева создает целый музей под открытым небом. Он резчик по дереву. Работает по уникальной технологии. Его работы можно рассмотреть со всех ракурсов. Деревянное чудо увидела и Филиза Хамидуллина. Вот так в его руках даже обычное дерево превращается в произведение искусства. Он словно видит изнутри. Вот это, говорит, будущий стол с подсветкой. Над ним колдует Андрей Бекмуллин. И в каждый сантиметр мастер вкладывает свою любовь. Тополь вырезанная. Это натуральная текстура древесины. То есть это вот форма такая очень причудливая. Пила, болгарка, резак, стамеска. Кажется, что все просто, убрать лишнее. Но его техника уникальна. Его скульптуры можно рассматривать с разных ракурсов. Главное выбрать хороший брус, говорит единственный резчик Аксубаева и самый молодой в республике. Требуется, вот я говорю, особый подход, потому что дерево с сюрпризами бывает. То есть гвозди, попадаются какие-то алюминиевые плашки, еще какие-то, даже пули, не знаю, уникальные, какие-то металлические заготовки, которые даже не можешь понять, что это такое в итоге. Его деревянные скульптуры украшают сейчас весь райцентр. Сказочные герои, животные, памятники. Словом, музей под открытым небом. И здесь нет ни капли краски. Все цвета создала сама природа. Тут и медведь с совой, и русский богатырь с татарским батыром. В центре Аксубаева появилась целая аллея из деревянных скульптур. Чтобы тщательно их продумать и детально вырезать, нужно несколько недель. Вот, например, на чувашскую красавицу ушло больше месяца.
Такие скульптуры могут простоять и 30 лет, говорит мастер. Секрет в обработке маслами, поддерживающими жидкостями, да, поддерживающими древесину. То есть, чтобы древесина быстро не сохла. Главное, чтобы влага еще осталась в древесине. Андрей Бекмулин – резчик с образованием, закончил Московский колледж художественных ремесел, но остался в родном поселке. В прошлом году получил и статус самозанятого. Теперь планирует обучать детей работе с деревом. Илюза Ахмедуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Аксубаевский район. Теперь все заботы предпринимателей на его плечах. Экс-министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев сегодня назначен бизнес-омбудсменом. Указ подписал Рустам Минниханов. Отныне Фарид Абдулганиев будет заниматься защитой прав предпринимателей, одновременно являясь помощником президента. Как лизинговая компания «Агромир» судится с КАМАЗом по качеству производимых им автобусов, читайте в интернет-газете «Реальное время». Это новости Татарстана, и смотрите далее. Чужая почка спину не ломит. Я на удивление говорю, что 62 года мне легко. Я сразу на следующий день как-то и пошла. А тех, кто успел сесть в последний вагон здоровья. Алия Хайрудинова. Прибавить 2 килограмма, для него это норма. Кот сейчас весит около 8 килограмм. Путешествие всемирно известного кота Виктора и его хозяина продолжается. С какими сюрпризами они столкнулись в Казани? Подробности у Натальи Мезиной. Какие объекты появятся в Иннополисе, сегодня доложили президенту республики. Здесь Рустам Минниханов провел совещание по реализации перспективных проектов в новом городе. Обсуждали строительство нового жилья и городской инфраструктуры. А к 2025 году здесь планируют создать индустриальную долину почти на 45 гектарах. Вкупе все проекты позволят создать около 2000 новых рабочих мест. Сейчас готовы площадки под гостиничный комплекс, жилой дом и культурно-досуговый центр. Продолжается строительство второй очереди кампуса университета. Мы сейчас стоим вот здесь, соответственно, вот это построено уже, и вот хотим достроить вот так вот еще 4 кампуса. Получится полноценный студенческий городок. Рустам Минниханов сегодня встретился с заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко. Говорили о развитии отечественного речного транспорта и других темах, касающихся судоходства. Серия выставок художников с берегов Средиземного моря, детский спектакль и концерт из Андалусии в Анталию. О планах Генерального консульства Турции в Казани сегодня рассказал генеральный консул Исмет Эрика. Первая экспозиция откроется уже 6 апреля в выставочном зале «Манеж». 2020 консул назвал особенным. В год столетия ТССР отмечают вековой юбилей и дипломатические отношения России и Турции. Отдельное внимание Исмет Эрикан обратил на перспективы туристического потока в связи с вирусной эпидемией. Большое значение придается дезинфекции общественных мест. В Турции зафиксирован только 1 случай заражения. Тем более, как говорят наши специалисты, вирус трудно переносит жаркую погоду. Поэтому, надеюсь, это не повлияет на туристический поток. Через 10 лет треть населения страны будет старшего возраста. О долговременном уходе за пожилыми инвалидами сегодня говорили на заседании Комитета по соцполитике Госсовета Республики. Сейчас такую помощь получает 1638 человек. Это лишь 8% от нуждающихся. Депутаты вынесли на обсуждение вопрос включения специалистов по уходу в состав выездных медицинских бригад в селах. РКБ начала проводить пересадку почек для пожилых пациентов. Самый взрослый – 62 года. За последние несколько лет здесь сделали около 350 операций по трансплантологии почки. Перед 8 марта самый дорогой подарок получили 2 пожилые жительницы Татарстана. Как они себя чувствуют и много ли таких, кто ждет чуда, спросила Алия Хайрудинова. Спали ночь. Спасибо. Хорошо. Все нормально. Минзире Резвановой 62. Проблемы с почками сначала привели в отделение нефрологии, после диализ. С тех пор ее фамилия значилась в листе ожидания на пересадку почки. Мечта сбылась неделю назад. Проснулась и думаю, что это где-то мне сделали операцию или не сделали. Есть что-то, нигде ничего не болит. Оказывается, все сделано. Мы уже 4 числа мы уже сидели. Тогда же повезло Фания Зариповой. Операцию она ждала лишь к осени. Хотела успеть в огороде тюльпаны посадить. Пока же радуют те, что от детей. Это было неожиданно. Хотя я знала,
Но мы знали, что будьте готовы, все приготовьте, мы вас в любое время можем позвонить. Но теряешься. Эти пациенты считаются возрастными. После 65 пересадку не делают, говорят врачи. Этим женщинам повезло. На поток такие операции поставить удалось благодаря национальному проекту здравоохранения. Это диализный зал. Процедура для каждого длится 4 часа. Раньше возрастные пациенты были обречены приходить сюда как на работу до конца жизни. Но в последнее время ситуация изменилась. В листе ожиданий тех, кому за 60, почти 40 человек. Около 8 квот дали в этом году на пересадку из других субъектов. Остальные – это жители Татарстана. Все это финансируется государством. И в дальнейшем препараты они получаются по федеральному регистру. В РКБ пациентам уже пересадили 350 почек. В листе ожидания 280 человек. Те же, кому теперь жить с новым здоровым органом, нужно каждые 2 месяца обследоваться. Алия Хайрудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Кот, которого не пустили на борт самолета, прибыл в Казань по новым правилам. Сегодня на ЖД-вокзале журналисты встретили блогера Михаила Галина и его известного четвероногого друга, кота Виктора. Что они делают в Казани, спросила Наталья Мезина. Здравствуйте. Первый шаг с поезда, а им уже не дают прохода и засыпают вопросами. Виктор, как тебе ехалось в поезде? Ну, Виктор, наверное, сам не ответит, я за него постараюсь. Это было его первое путешествие в поезде. Сначала было волнительно, а потом ему очень понравилось. Лучше, чем его первое путешествие в самолете, точно. С первого полета и началась история. В ноябре 2019-го при пересадке в московском аэропорту из-за 2 лишних килограммов кота не пустили в салон самолета. Но хозяин не растерялся. На взвешивание он подменил питомца и уже через пару часов летел домой бизнес-классом. История разлетелась по интернету. Я не мог допустить, чтобы 8 часов до Владивостока кот летел в багаже. На защиту четвероногого друга встали всем миром. Интервью известным каналам, вкусные подарки и даже личный фитнес-тренер. Сейчас кот Виктор весит 8 килограмм, но комплексов по этому поводу у него нет никаких. Да и сидеть на диетах он тоже не собирается, ведь в каждом городе и в каждом уголке мира у него есть вот такая толпа фанатов и поклонников. Фотографироваться и погладить полосатого путешественника – очередь желающих. Однако мировая слава – это далеко не конец истории. Мы все должны быть за бодипозитив и должны принимать любого кота. Это нарушение прав животных в нашем понимании. Лично вот у меня нет котов, собаки, я собачница. Ну, я считаю, что и с котами так нельзя. Такие ситуации должны быть разрешены мирным исходом. Первый шаг уже сделала одна из российских авиакомпаний. Для провоза животных в салоне самолета лимит веса расширили с 8 до 10 килограммов. Правила нужно совершенствовать. Есть проблемы не только в транспортировке животных внутри салона самолета, но и в с наземными службами тоже нужно проводить такую работу. У Виктора насыщенная программа в Казани. Экскурсии по столице, телесъемки и путешествия в Свияжск и Иннополис. Наталья Мезина, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Бокс может стать настоящей путевкой в жизнь. Так говорит Рустам Миниханов. Он сегодня встретился с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым и легендой мирового бокса Роем Джонсом-младшим. Они обсудили развитие профессионального и массового спорта, а также поддержку детско-юношеского бокса. Легенда бокса приехал в Казань на Кубок Кремля. Он пройдет завтра в «Пирамиде». Сегодня уже провели официальное взвешивание и традиционно фейс-ту-фейс участников. Как мировой бокс приехал в Казань, увидел Сергей Хайдаров. Сергей, тебе слово. Да, здравствуй, Даяна, добрый вечер. Что ж, наконец-то могу со всей ответственностью заявить, что большой бокс наконец-то приехал в Казань, потому что уже завтра в нашем городе стартует Кубок Казанского Кремля по боксу, и сюда съехались лучшие боксеры не только из нашей страны, но и стран зарубежья, также Европы. Есть даже спортсмены из Африки, из Кении, мы тоже его увидели сегодня здесь. Вот буквально несколько минут назад до нашего прямого включения завершилось традиционное взвешивание спортсменов. Также, конечно же, настоящее шоу спортсмены устроили из face-to-face. Это вот эти гляделки спортсменов друг другу в глаза, эти переглядывания, когда они пытаются намекнуть на серьезные намерения в завтрашнем бою. Состоится он, как вы, наверное, уже знаете, в «Пирамиде». И вот сегодня до вот этого самого завешивания, до face-to-face мы успели пообщаться с единственным представителем Казани на завтрашних соревнованиях. Давайте послушаем, что он нам сказал. Но немножко есть волнение, потому что как бы у себя дома
свои стены, болельщики свои, родные, близкие приедут, поэтому как-то... А так я, в принципе, заряжен, готов. Турнир международный, один из самых масштабных, наверное, который проходил в Казахстане. Впервые казанский боксер будет драться за титул. Титул IBA International. Это 19-летний перспективный боксер Виталий Петряков. Ну а завтра, как нам сообщили организаторы, он проведет мастер-класс для 200 молодых начинающих спортсменов. И, конечно же, вечером уже посетит сами соревнования Кубок Казанского Кремля по боксу. Всех желающих тоже приглашаем, конечно же, туда. Как нам рассказали организаторы, билеты в наличии еще есть. Напоминаю, проходит все в «Пирамиде». На этом у меня все. Даяна, тебе слово. Спасибо, Сергей. А у нас на этом все. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. Влада Канавто. Специальное предложение на автомобили 2019 года. Успей стать владельцем «Лада» с выгодой до 128 990 рублей. «Лада Канавто». Сибирский тракт, 48. Лечение катаракты. 29 900 рублей. Офтальмологическая клиника «Кузляр». Телефон 295 94 50. В автоцентре «Марка» весенний сейл. Nissan с выгодой до 350 тысяч. Зимняя резина и 100 тысяч на сервис в подарок. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Я вообще-то смотрела. Ну, и кто здесь свинья? Уи, HD. Обменяйте старый приемник на новый HD и получите год бесплатного просмотра премиального пакета «Премьер». Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Весной все непостоянно, а в «Марке» стабильность. Datsun от 392 400 рублей. 3 года обслуживания в подарок. Подробнее 4 пятерки 3 семерки. Внимание! В аптеках Farmland феноменальный кэшбэк 10% на все покупки от 500 рублей. Скидки сохраняются. Приходи, покупай, экономь с Farmland'ом. Лада Веста с автоматической трансмиссией за 440 рублей в день. Одно из лучших образований для одаренных детей в городе Казани в сети детских садов «Созвездие». Канавто на Минской увеличивает выгоды по трейд-ин до 50 тысяч рублей. Успейте обменять свой автомобиль на новую «Лада» с максимальной выгодой до 139 590 рублей. Канавто. Минская, 1. 13 и 14 марта на Казанском ипподроме состоятся всероссийские соревнования на Кубок президента Республики Татарстан по конкуру. Начало в 10:00. Новейшее оборудование, материалы и технологии на Международном форуме по энергоресурсоэффективности и экологии с 17 по 19 марта на Казанской ярмарке. Болгар радиосы тәкъдим итә. Күңелләргә үтеп кергән җырлар, сез яраткан җырчылар үткәннәр сагындыра концерты белән Яршаллыда 17 март Сара Садыкова концертлар залы. Рәхим итегез. Здравствуйте! В студии София Егорова. В ближайшие несколько минут поговорим о погоде в Татарстане. В начале выпуска полезная информация. Хотите новый шкаф-купе? Качественно, в срок, да еще со скидкой 20%. Звоните в Данил Мастер 2 167 166. Или приходите в Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево существенных изменений в погоде не ожидается. Будет пасмурно, местами пройдут дожди. Плюс 3-5 градусов. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге также местами пройдут дожди, станет значительно теплее, до плюс 6. В Агрызе, Менделеевске и Актаныше облачно, дождливо и тепло. Ветер усилится. Жителей Арска, Кукмара и Валтаси ожидает сырая, но теплая погода. Местами с дождем, до плюс 6. В Болгаре, Дрожжином, Буинске возможны небольшие осадки. Станет теплее, до плюс 8.
В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше тепло, не обойдется без осадков. Днем 5-6 градусов выше 0. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Артрит, артроз, грыжа, операция. Стоп! Никаких крайних мер. При боли в позвоночнике и суставах поспешите в «Доктор Ост». Самые грозные заболевания опорно-двигательного аппарата здесь лечат без операции и протезов. Новейшее оборудование и авторские схемы лечения. «Доктор Ост». За 11 лет отменено свыше 34 тысяч операций. Кто это у нас соберет все лайки? А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. Гиделикс – капли и сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает откашливание, оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. В столице республики ожидается облачная погода, временами с дождем. В дневные часы воздух прогреется до +8. Ветер юго-западный, порывистый. Атмосферное давление понизится и составит 742 мм ртутного столба. Влажность воздуха повысится до 84%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. Хорошего вам дня. До свидания.